Глава Коми сегодня сдал антиковидную плазму в Центре переливания крови. Перед процедурой Владимир Уйба ознакомился с работой учреждения, а также пообщался с главным врачом. Подробнее расскажет Ксения Лосева. Свое утро глава региона начинает на станции переливания крови. Впервые Владимир Уйба стал донором еще в студенчестве. Вспоминает, тогда все было по-другому. Сейчас сама процедура занимает около 40 минут. Сначала нужно заполнить анкету, затем пройти в кабинет врача для осмотра, сдать анализ крови и только после на сам забор. После забора и проверки компоненты донорской крови попадают сюда. Для того, чтобы затем они могли спасти чью-то жизнь, важно соблюдать технологию. Так тромбоциты хранятся до 7 дней, эритроциты до 42, а плазма и вовсе 3 года. Еще в начале 2000-х просьбы срочно сдать кровь появлялись на телевидении бегущей строкой чуть ли не каждый день. Доноров искали любыми способами. Сейчас это, к счастью, в прошлом. С 2007 года в стране стали выстраивать принципиально новую систему. А еще популяризировать благое дело среди молодежи и больших производственных коллективов. Инициатором перезагрузки службы крови был Владимир Уйба, руководивший в то время Федеральным медико-биологическим агентством. Большую помощь в этой работе ему оказал Союз машиностроителей России, в который входило около 700 предприятий обороны. Сам Владимир Уйба включен в состав Бюро Союза, правящего органа общественной организации. Позже с тысячами неравнодушных к донорству подключился и бизнес. Сегодня в республике мы заготавливаем 18 200 литров цельной крови. Это порядка 27 тысяч донаций крови, всей крови и плазмы. Больше 300 донаций тромбоцитов аферезных мы делаем. И поэтому пациенты обеспечены, запасы достаточно. Значительно улучшилась и техническая укомплектованность центров. Вот этот аппарат, например, здесь без преувеличения называют настоящей революцией в истории донорства. Он подготавливает кровь к переливанию всего за час и приходит на помощь тогда, когда ожидание может стоить человеку жизни. В течение короткого времени, когда нет возможности карантинизировать компонент, все патогены инактивировать и выдать в лечебную сеть в короткое время. То есть бывают ситуации такие экстренные, когда в этот же день поступила заявка и в этот же день надо перелить компонент. Тогда мы используем вот эту систему. Особым спасением в период пандемии здесь стала и антиковидная плазма. Это один из самых эффективных методов лечения новой коронавирусной инфекции. Донором можно стать через месяц после прививки или болезни. Исключение составляет пневмония. После нее необходимо сделать целых 4 месяца перерыва. Брак не только по антиковидной плазме, но и вообще на станции исключен полностью. Есть система, российская система, где мы видим каждого донора, который пришел, хотя один раз обратился, о его состоянии здоровья, то есть чем болел и так далее, и так далее. И мы практически сегодня, и за счет очень быстрых исследований, но мы уже знаем досье донора, и, допустим, нельзя брать кровь после тяжелых инфекций, гепатиты и так далее, то есть это брать. И зная это, мы уже видим человека и понимаем, что у него брать кровь нельзя. Даже если вдруг он забыл и пришел сдать, в порыве в каком-то. На сегодняшний день в Коми почти 6 тысяч почетных доноров. На станции переливания крови не сомневаются. Цифра со временем будет только увеличиваться. Активно работают здесь и над выстраиванием отношений с так называемыми штатными донорами. С каждым годом тех, кто готов на постоянной основе вести здоровый образ жизни, чтобы в любую минуту быть готовым поделиться своей кровью, с каждым годом становится все больше. Ксения Лосева, Алексей Паршуков, телеканал Юрган, Сыктывкар.